Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Отзначаем сегодня урочистость найсвятейшего тела и крови Христа, яка ще називається Божє тіло. І будемо просити, як Ісус Христос, який єсть увесь час живий і правдивий у найсвятейшому сакраменті, щоб завсюди був в нашому житті, щоб завсюди нам благословив у наших домах, у наших місцях праці, во всіх наших радостях, во всіх наших часами терпіння. Нехай Божа присутність буде завсюди з нами. А гэтую святую мшу ахвярую за Тетяну в день народження, просячи для її Божого благословення, Божих ласк на кожний день. Перепросим Бога за все наши грехи, как мы годно могли скласти гэтую наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ушибком и занепадением. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. А на земле покой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже мой, небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже мороку Божий, Сыне Отца, яки берешь на себе грехи свету, смилуйся над нами, яки берешь на себе грехи свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца, смилуйся
Смилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Аминь. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, яких же веше володарив с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог прозу все веки вечные. Аминь. Гэта кроў запавету, які Пан заключыў з вамі, чытанне кнігі Зыходу. У тыя дні прыйшоў Маісей з гары і пераказаў народу усе словы Пана і ўсю яго пастанову. І ўвесь народ адказваў аднагалосна. Усе словы, якія сказаў Пан, выкананы. І напісаў Маісей усе словы Пана, а ўстаўшы рана, пабудаваў ахвярнік пад гарою, и 12 слупов поводле 12 племенов Израиля. И послал юнаков, сынов Израиля, каб яны принесли Пану ахвяру всеспаления и мирную ахвяру з молодых быков. И взял Моисей полову крови и налил яе у мисы, а другую полову крови вылил на ахвярник. Потом взял книгу заповету и прочитал у голос людям, и сказали яны: «Усё, што сказаў нам Пан, зробім, і будзем паслухмянымі». Маісей узяў кроў, акрапіў народ і сказаў: «Гэта кроў запавету, які Пан заключыў з вамі паводле ўсіх гэтых слоў». Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Благословення усніму, і буду закликать Тебя, Пана. Благословення усніму, і буду закликать Тебя, Пана. Чима тяжкая, совсем благодетельствуй меня, переставление усниму, и буду закликать Тебя, Пана. Переставление усниму, и буду закликать Тебя, Каштовная уважена, смерти святых, я солдат сын слухи Твою, Ты вызывай когда-ли. Переставления сниму, и буду закликать Тебя, Пана. Я принесу Тебе хляб хвалы, и я принесу Тебе хляб хвалы, и буду закликать Тебя, Пана. Выполняю свои обещания для Пана, и буду семью Бога. Избавления усниму, и буду закликать Тебя, Пана.
Читание послания святого апостола Павла до Гавриила. Брати, Христос прийшов, як пише свята, у душах доброту, возбольшую и досконалейшую нерукотворную стихию. Это значит не света на свету, и не кров разлову быков, а по свою кров раз и завсюду вышел у святое святых, забывший вечное откупление. Букари, кров разлову быков и коков, яловки, раз посыпания освежая, попаганины, как чистым стало тело, то накольки ж больше кров Христа, який раз вечного Духа себе самого даровал, як безоганного Богу, очистить наше сумление от мертвых учинков, деля служения живому Богу. И тому и он стал посредником нового заповедия, как раз смерть, якая была для откупления от злочинства, учиненных у первых заповедей, отримали обетованные тые, кто покликаны до вечной спадщины. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Номер 1. Стал посевком подорожный, что им красота нес. По Писаниям наказаны, был сподвигу вшанованы, крест посланы от Отца. Крест собрал из ума Божий, заклинать его не может, Боя он сам Христос. Богу как он приносит, Сына Бога просит, молодцы веры до конца. Уявлю, что выбирали, як пасхальных наследали, символ образа кому. Благословимо, что спасла нам, свет життя в любови Пана, милосердности Его. Добрый пастырь, правдивый, Иисус нам милостивый, нас корми и опекай. И зайцом скайдом рекою, славим нам небесным троне, нас дядей своих примай. И все ведаешь ты можешь, всемогутный, вечный Боже, живешь верных на земли. Дай нам благоволения небесна, со святыми водной песне, прославлять Твой крест могли. Аллилуйя, аллилуйя,
Ave Марія. Ave Maria. У першы дзень празнакоў, калі ахвяравалі Пасху, кажуць Езусу вучні ягоныя: «Дзе хочаш, каб мы пайшлі і прыгатавалі табе з'есці Пасху?» І пасылае дваіх з вучняў сваіх і кажа ім: «Ідзіце ў горад, там сустрэне вас чалавек, які будзе несці збан вады. Ідзіце за ім і там, куды ўвойдзе, скажыце гаспадару дому, настаўнік кажа: дзе святліца, у якой я мог бы з'есці Пасху з вучнямі маімі? І ён пакажа вам вялікі верхні пакой, засланы і падрыхтаваны. Там прыгатуеце нам». І пайшлі вучні ягоныя, і прыйшлі ў горад, і знайшлі ім, як сказаў ім, і прыгатавалі Пасху. І калі яны елі, Езус, узяўшы хлеб, благаславіў, ламаў і даваў ім, кажучы: «Бярыце, гэта цела маё». І ўзяўшы келіх, падзякаваў і даў ім. І пілі з яго ўсе, і сказаў ім: «Гэта мая кроў запавету, якая за многіх праліваецца. Сапраўды кажу вам, што ўжо не буду піць ад плоду вінаграднай лазы да таго дня, калі буду піць яго новым у валадарстве Божым». І праспяваўшы гімн, яны пайшлі на гару Аліўную. Гэта слова Пана. Прыгожая ўрачыстасць. Шчыра кажучы, першы раз пачуў, як секвенцыя спяваецца, і, можа, калісьці навучуся, як яе папросту спяваць. Ведаеце, на пачатак хацеў бы расказаць гісторыю, якая за мной калісьці сталася. Будучы на першым годзе клерыкам, адправілі мяне на святочную практыку в такую вёску, напэўна, ведаеце, Шылавічы. Я там быў раз у жыцці раней, і дзе гэтай Шылавічы до конца не ведаў. Адно што знаў, што трэба купіць білет на аўтобус, праехаць граніцу, там некалькі кіламетраў, і мне праз тэлефон сказалі, што убачыш, калі трэба выйсці. Будзеш глядзець на гарызонт, убачыш вялікі касцёл дзесьці здалёк, гэта будзе знак, каб выйсці. Ну, то так ехаў і глядзеў гэты акон. Дзе ж я убачыў гэту вежу? Ну, урэшце рэшт убачыў потым знак, што трэба выйсці. Так прыгожа выглядал, добра, што па мяне выехалі, бо казалася, што там яшчэ 5 кіламетраў, а так бы пяшком пашоў. А што я гэта гавару? Бо ведаеце, так на хвілінку задумаўся. Якое найважнейшае месца ёсць для кожнага з нас? Напрыклад, у Мінску. І могуць быць розныя адказы на гэта. Але ведаеце, у кожным месцы, дзе б мы былі, святыня з'яўляецца цэнтрам. Бо яна з'яўляецца цэнтрам духоўнага жыцця, і менавіта там жыве найважнейшы гаспадар, якім з'яўляецца Езус Христос. Жывы і праўдзівы, укрыты ў найсвяцейшым сакраменце, да якога мы цяпер прыходзім. І тады, калі сапраўды пад'ехаў бліжэй і ўбачыў гэты касцёл прыгожы, тады гэта думку так сабе ўсвядоміў. Так, і ў нашым жыцці, як такі пабудаваны прыгожы дом для Езуса Христа, так павінна быць і ў нашым сэрцы. І ведаеце, сёння, гледзячы на літургію, таксама так звярнуў увагу і прачытаў у катэхізісе, што каб годна удзельнічаць на святой імшы, трэба удзельнічаць цалкам, альбо поўнасцю. Такое было паняцце. І думаю, што ж гэта азначае? І так прыгожа было напісана, што прыходзячы на святую імшу, трэба ўсё выканаць такія вельмі ўсё добра, тое, што выконваем, напэўна, кожны дзень. Першае, як увайшлі ў святыню, напэўна, кожны з вас уклянчыў і прывітаўся з Езусам Христом,
вельми простими словами и знаниями. Нехай буде похвалене найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Так учинили? Думаю, что так. И это слово и привитание Иисуса Христа показывает нашу веру в эту невеликую таямницу. Далее, как упомню удельничать в святой мше, треба быть на ней полностью. От спеву на початок и поспел на конец. Тогда это годно, правдиво, не треба никуда спешаться, треба присвятить Пану Богу эту хвилинку. Далее, как годно удельничать и упомню в святой мше, то треба так само Иисуса Христа в свое сердце принять. Это так само вельми важный момент. І поэтому, як має якийсь тяжкий грех, якусь перешкоду конкретну, то треба прийти в конфесіонал заранее, не без 5 минут, бо всегда тяжко там знести. Але приготуватися добре, знести эту хвилину, как попросту з чистим серцем прийняти Ісуса у своє серце. Коли є інші перешкоди, то узбудить духовную святую коммунию, попросить, как Иисус Христос поселился у сердце. И далее, как годно удельничать полностью в святой мше, потом так прочитал вельми цікаво, то так само потом, виходячи со святыми, треба показать, что справді Иисус живе у сердце, и что попросту это показать перед усім прикладом. И сегодня в этой урочистость, бо так здається, що може Ісус тільки закрити у костьолі і нікуди не виходить. Але сьогодні в этом знаком особливим стане процесія Божого тіла до 4 алтарів. І воно показує, що Ісус Христос є з нами во всі моменти нашого життя. І поэтому маємо запросити Ісуса у наші доми, у наші сім'ї, у наше место працы, там, где отпочиваем, там, где попросту живем. Просить Иисуса, как нам благословил, как был сегодня с нами. И ведаете, когда примете Иисуса Христа, то есть такий особливый момент. Бо вы тогда так само становитесь такими монстранцами. Монстранция – это где выставляется наисвятейший сакрамент. И треба это усведомить. И когда мы будем ведать, что Иисус правда живет в нашем сердце, насколько свет изменится на лепшее. Поэтому Иисус Христос, який есть живий і правдивий, нехай зміняє нас на лепшее, и нехай кожен з нас делится любовью, этой Божьей лаской с кожним з нас. Веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всякого вашего и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светлого светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего славления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погоде Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померных, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворца, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял про пророков,
веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и шагаю в воскрешение помилуй и життя вечного в будущем свете. Аминь. До нашего Отца в небе, який дав своего умилованного Сына, как мы видели соправдное житьем, вознесем субботные молитвы и просьбы. Молимся за Христовый костел, как за Евхаристию черпал силы до духовного отраджения. Тебе просим. Выслухай нас, Аминь. Молимся за біскупів, святаров, в рук яких ми тримаємо святую комунію, щоб Христос неспинно умацовував їх своєю ласкою. Тебе просим. Выслухай нас, Аминь. Молимся за детей, які в этом році прийняли першу святую комунію, щоб імкнулися жити у Божій ласці усе своє життя. Тебе просим. Выслухай нас, Аминь. Молимся за тих, кого Бог одарив ласкою покликання, щоб про свою всю совість Христов і молитву вони стали подвісниками нового життя. Тебе просим. Выслухай нас, Аминь. Молимся за тих, хто оплакує смерть своїх родних, щоб жили надії на споткання з ними у небі. Тебе просим. Выслухай нас, Аминь. Молимся за нас, удельников этой святой мши, щоб удел у сьогоднішній урочистості поглибив нашу віру і единство з Христом, присутним у святейшем сакраменті. Тебе просим. Выслухай нас, Аминь. Молимся за Тетяну у день народжения, просячи для ее Божьих ласк и Божьего благословения. Тебе просим. Выслухай нас, Аминь. Боже, мы складаем Тебе подяку за дар тела и крови Твоего единородного Сына. Учини, просим, как мы досягнули вечного счастья в небесном благодарстве, праз Христа Пана нашего. Аминь. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу явяру принял Бог и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Просим Тебе, Пане наш Боже, одари Твой костел едностью и супокоем, знаком яких з'являється эта офяра, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с духом Твоим. Гору
Узносим до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Бога это справедливо. Справдиводна это и справедлива, слушна и збавленна. Как мы завсёды и всюди Тебе складаем подяку. Пане святый Отче, всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, и Он соправдный вечный свята, установил обрат неспынная вяры, и перший себе самого принес Тебе, як вяру збавлення, а нам наказал складать ей на успоминах себе. Яго тело за нас отверованное, это духовный погасила, яки нас умацовывает, а кровь за нас пролитая, это духовный набой, яки нас очищает. Тому разом с хорами ангелов мы прославляем Тебе, с радостью скликаючи. Святый, 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 Бог Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинах, благословенный Той, кто приходит в имя Бога. Хосанна на вышинах. Соправды, Боже, Ты святый, и справедливо хвалит Тебе все Твое створение. Образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действие эмоций Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и нескудно собираешь народ свой, а под усходу солнца и до закату складал имени Твоего чистую охвяру. Тому покорно молим Тебе, Пане, освети эмоции Духа Твоего в эти дары, какие мы принесли Тебе на охвяру, как стали сияны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять эту таємницю. Бо ён у ту ніч, коли був видадений, узяв хліб, і подяку Тебе складаючи благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечері узяв келих і подяку Тебе складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите и пейте из него все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, деля отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таемница веры. Одержаем смерть Твою, Небесу, вызнаем Твое воскресение и желаем Христе Твоей. Пане, вспоминайте збавчую муку Твоего Сына, а так само Его цудовное воскресение и умиловшествие, и чекаючи Его другого Христа, с подякою складаем Тебе в эту живую и святую охвяру. Узглянь просим на дар Твоего костюма, и прими его як охвяру, якой Ты пожадал быть умилостивленным.
Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими. Найперс Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом ее бранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Архангелом Михайлом и всеми святыми, про заступництво яких мы сподеемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта офера нашего поєднання принесе всему свету супокой избавления. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який пилигримуя на земле, со слугой Твоим папом нашим Францишком, бискупом нашим Казимиром, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьба в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою, о добрый Отче, ласкаво з'єднай с собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, кто ласти Твоей дошел с этого свету, милостиво прими благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними заусюди радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Отримали ми Духа Святого, який нас учинил детьми Божьими, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всего злого. Дай ласкаво супокоить дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусюди вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавца нашего, Иисуса Христа. Бог Твое благодарство и милость и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего и будь ласкавы с Богом с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, який живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який дариш світлі світу, змилуйся над нами. Ангел Божий, який дариш світлі світу, змилуйся над нами. Ангел Божий, який дариш світлі світу, одари нас упокоєм.
Ось бараник Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленное подлинное на вечерує Божию. Аминь, я не варвар, как ты вошел в меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Помолимся. Пане Иисус, учини ласкаво, как мы в вечности радовались полному телом Божским житим, якою в сакраменте Твоего наисвятейшего тела и крови на земле нам предвещаешь, яких живешь и благодаришь на веки вечные. Объява короткая, за хвилинку выйдем в процессе Божьего тела до 4 алтаров и будем прославлять Пана Иисуса. Святейшая, Остия, едино здравия без века, приложить музыка сворожия, успаши нас, дай нам, один праздник, Бог святый, Тебе хвала все дни, Али захочется наш для земли, богатство свое прими. Аминь. Разумеется,
з вами. Читання Святого Євангелія Павла Яна. У той час Єсус сказав своїм учням: «Я виноградная лоза, ви галіни. Хто зостається во мне, а я в нім, той приносить багатий плод, бо без мене нічого не можете зробити. Хто не зостається во мне, буде викинути вон, як галіна, і засохне. І збирають їх, і кидають у огонь, і вони згорають. Коли будете во мне, і слово моє будуть у вас, просите, чого захочете, і станеться вам. Гэтым буде уславлений Отец мой, коли ви принесете багатий плод і станете моїми учнями, як мене полюбив Отец, так і я полюбив вас. Заставайтеся в моей любові. Коли будете заховувати мої заповіді, застанетеся у любові моєї, як і я заховав заповіді Отця моєго, і застаюся у його нелюбові. Гэта я сказав вам, как моя радость была у вас, и как радость ваша была полна. Это слово Пана. Келих спавления сниму, аллилуйя, и буду заклинать тебе, аллилуйя. Молимся, Пане Иисус Христе, живый хлеб, який дає життя вічне. Ученикам ми часто тримали Тебе, і з'єднані я з Тобою, приносили плен, що буде тривати вічно, який живий владалець на віки вічні.
Просвяти учить нас сына, с тем, что славить Твои справы. Пане, одуши Калина, захлопнуть нас путь ласкавый, как же выговорить свет целый, раз Твои святые раны. Сыной воскресных тела, Ты принял волнуй паны, зруйновал Ты брамы смерти, на крышею вырвал жало, огнем сихнулся веры, радость вечная засяла, право рушается в славе, трон Твой спался наша зимы. Придешь золотую ярень, осудить людские отжимы, грешных Ты не дай загинуть, пусть нам спался мне судьёю, и омы нас Калина, дорогой своей кровью, со святыми в пляску моцы, заховай Твоих обратных. Пане, слава Твой просит, благослов Твоих фонтаны, шляхом нас святитель спешный, у небесный Иерусалим, святого народ вечный, мы ждем прославляем, не покинь же своего люду, Боже, без Твоей опеки. Пану веру Ты не буду, оставленный навеки. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам исповедь свои муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые древницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плён Твоего откупления, який живешь и владаешь с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Аминь. Завсёды охраняный, семенами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, пусть завсёды похваленный, семенами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, пусть завсёды похваленный, семенами прославленный, наисвятейший сакрамент,
Триваючи, що в этой тишине операційної хотів би подякувати за эту пригожу урочистость, за все то, що було зроблено, за приготування авторов, за спів, з міністрантом, учителям, які осипали квіточки. Дякую вам. І ще просьба, коли ласка, поможите это все попратать. Все, что тканина такое, то костюм принесите складено, остальное заставьте желтого баллончика. Дякую, великий. И спеваем. Дали какую-нибудь песню на прославление Иисуса. Країну